Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Крутые повороты в вашей судьбе. Давайте посмотрим, что ждет вас в ближайшем будущем. Ближайшее будущее — это срок в 3 месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя, на крутые повороты. Давайте посмотрим, что же будет, что идет в вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой крутой знак! Вы под луной. Магия, мистика. Раскрытие. Мои хорошие, у нас отсыпка общая, но раз вы на нее попали, значит, здесь для вас точно есть важная информация. Вас сюда ангелы привели. Вот четко образ человека, и над ним огромный полумесяц светит прямо в лицо. Это верный знак того, что в вашей жизни будут происходить невероятные вещи. Вещи, которые мы называем не иначе как чудо. Да, чудесные события. Здесь явно у кого-то и проснется, и откроется талант, а у других магия и мистика, которые очень положительно отыграются в вашей жизни. Ну, допустим, кто-то обнаружит в себе талант и начнет его применять. Талант, например, к какому-то виду деятельности, к искусству, к эзотерике. Талант зарабатывать деньги. Это что угодно может быть. И также люди могут проводить всякого вида рода обряды, ритуалы, которые будут работать и на вас, и для вас, и очень много-много блага вам принесут. Я не призываю вас всех вот сейчас прям броситься и заняться всякими магическими действиями. Я много раз говорила, что магия счастья людям не приносит. И на самом деле это такая жуткая обманка, в которую очень многие попадаются. Но делать обряды и проводить ритуалы — это да. Это вы можете делать и для себя, и для своих близких. Здесь вот четко показано: месяц светит прямо в лицо. Это не только будет сделано, но это еще и сработает. Понимаете? 100% сработает. Опять же, вы все разные. Здесь явно будут чудеса. Чудеса, которые работают на вас, либо работают для вас. По левую руку у вас сидит маленькая птичка. Связь с кем-то у вас, как наладится связь, наладится общение. Птичка это будет летать, курсировать между вами и кем-то. Общение в интернете, либо общение с каким-то человеком, переписка, личные встречи. Птичка, вот она сидит у вас по левую руку. Вам это общение очень-очень нужно, либо полезно, либо сыграет какую-то важную ключевую роль. Да, общение с каким-то человеком. Сейчас вы об этом не думаете, либо вам кажется, что это невозможно, либо так не получится. Но по итогу будет именно так. Вы начнете с кем-то общаться. Еще слева человек, который обретает свободу. Это не вы, это кто-то с вами связанный, либо знакомый. Человек сбрасывает огромный камень со своей спины, обретая тем самым свободу. Возможно, у кого-то из ваших знакомых, либо родственников, либо очень близких вам людей есть большая серьезная проблема, которая очень сильно осложняет жизнь этого человека. Может быть, вы вместе пытаетесь с этим справиться, либо человек там сам по себе что-то пытается предпринять. У человека это получится. Почему это важно для вас? Во-первых, вы будете безумно рады за этого человека. А во-вторых, я вижу, что человек, избавившись от камня, вот он прям рядом с вами может быть. Рядом с вами.
Возможно, человек, например, разведется. Возможно, человек избавится от каких-то там долгов, проблем с законом, еще чем-то. Да? И это как открывает дорожку для того, чтобы быть рядом с вами. И вы будете вместе, и вы будете счастливы. То есть камень со спины упал, человек освободился, и руки тянет к вам, а вы в свою очередь, да, руки тянете навстречу к нему. То есть здесь счастье, новый путь, новая дорога для двоих именно выходит. Так, еще у вас поездка выходит. Поездка очень благополучная, удачная кому-то, либо зачем-то вы поедете. То есть там есть причина. Не просто так вы срываетесь и куда глаза глядят, туда и едете. Нет, здесь повод, здесь причина. Смотрите, очень благополучная, очень успешная, и вы в максимальном каком-то выигрыше окажетесь. Хотя не исключаю, что, возможно, поездка сама по себе будет вас немножко напрягать либо пугать. Вы до конца не будете верить в успешность своего мероприятия. Но очень все хорошо для вас закончится. Тьфу-тьфу-тьфу. Чуть выше. Поворот в работе, в делах, в вашей деятельности. Вы что-то создаете, причем создаете руками, своими руками, и голову напрягаете, голова и руки задействованы. Что-то такое вы придумаете, сделаете, создадите, сотворите, что приведет вас к небывалому успеху, либо к повышению ваших заработков. Смотрите, вам не нужно никого ждать, вам не нужно ни на кого надеяться, вам просто нужно брать и делать. Все, что нужно для успеха, у вас уже есть. Руки и светлая голова с невероятно прекрасными, креативными, свежими и действительно рабочими мыслями. Вот. Ни на кого не смотрите, ни от кого ничего не ждите, просто берите и делайте. Понимаю, что для кого-то из вас это очень тяжело. Ну вот правда, очень тяжело. Может быть, вы так не привыкли, может быть, вас кто-то там с детства застращал, да, что инициативу проявлять нельзя, что, дескать, вы ни на что там особо дельное не способны. Но вот возможно, да, вот поворот и есть ситуация, которая вас, ну, просто принудит, да, к тому, чтобы вы начали действовать. И вы знаете, у вас все будет получаться, опять же, тьфу-тьфу-тьфу. Вы и в себя поверите, и успеха своего достигнете, и как найти имя, да, вот имя ваше у многих людей будет на устах, о вас будут говорить. И опять же, доходы у вас повышаются. Здесь вы можете благодарить только сами себя за то, что вы такой умный, креативный и деятельный человек. Вот, конечно, и ругать, наверное, себя будете, что так долго не решались, либо так долго медлили. Но здесь хороший момент, очень хороший и очень благополучный для вас. Вот, так что будьте посмелее, поменьше там комплексов, либо чьих-то ненужных слов, а больше верьте в себя и начинайте уже сейчас. Не ждите, пока вам судьба даст этот золотой пинок. Начинайте уже сейчас. Либо хотя бы пробуйте, да, вот как первые наметки, пробуйте. Проба пера, да, это должно быть, и это будет 100%. Как имя, почему-то еще идет имя. Вы сделаете свое имя, о вас будут говорить. О вас будут говорить. Кстати, хорошее будут говорить. Даже очень хорошее. Так, чуть выше. Кому-то вы запретите с собой общаться, либо к вам приходить, либо вообще, в принципе, попадаться вам на глаза. Давно нужно было это сделать, а вы все терпели, а вы все прощали, а вы все закрывали глаза. Но, опять же, идет очень резкий поворот. Что-то такое происходит, что вы уже не сможете стерпеть, вы не сможете закрыть глаза и очень жестко, вот как человек от себя отсечете. Очень жестко, но очень правильно. Знаете, какое-то очень правильное, мудрое решение, которое, кстати, дастся вам не так-то просто, но вы это сделаете. Корова худая, с очень длинными рогами. Такая, знаете, поганая корова, нет смысла ни мяса, ни молока не дает, а вы все ее около себя держите, еще и кормите. Я так понимаю, работа, которая не приносит вам ни радости, ни денег, ни признания, ничего.
просто ничего. Это как хомут на шее у вас висит, тяжелый и никчемный. Возможно, вы сейчас на такой работе работаете и все никак не решаетесь уйти. А возможно, дело привычки, что ли, да, привычка. Может быть, вы кому-то помогаете, какую-то работу делаете, которая никому не нужна. Опять же, вижу, придет осмысление, и вы эту корову от себя отгоняете. Вот говорите, все, не хочу. Я решила, я не хочу. С меня хватит, не нужна ты мне, уходи от меня. Эта корова еще и уходить не захочет, придется ее прям палкой гнать. Но ничего, главное, что это будет. Человек в плаще вам помогает, скрывает себя, скрывает свою личность, как-то тайно вам помогает. Поворот заключается в том, что вы узнаете, кто вам продолжительное время тайно помогал. Не только узнаете, кто это человек, но и причины узнаете, по каким причинам этот человек вам помогал. Здесь сердечко ваше точно порадуется, потому что человек вам, возможно, знакомый, либо мало знакомый, но явно у вас перед глазами был. Вы никогда не думали и подумать не могли, что этот человек вам тайно помогает, либо тайно за вас заступается. Здесь такой земной ангел-хранитель, можно так назвать. Да, есть такое. Добродетель, вот, добродетель. Еще один человек у вас здесь выходит. Человек, который что-то понял, что-то осознал, либо жизнь этого человека проучила, да, все реалии ему показала. Для женщины мужчина, для мужчины женщина. Человек идет к вам осознанный, после трансформации. Человек линьку прошел, причем жесткую линьку прошел, возможно, даже не одну. Вы этого человека, возможно, не хотите видеть в силу какого-то прошлого, которое было между вами. Но человек настолько сильно поменялся, настолько сильно преобразился, что вы, возможно, даже просто шок испытаете, когда увидите, скажете, не может быть, что это ты, не может быть, что у тебя так мысли поменялись, риторика поменялась. Но абсолютно новый человек. И еще этот человек придет в вашу жизнь не с пустыми руками. Что-то он с собой принесет, либо она что-то с собой принесет. Смотрите, здесь как, не то чтобы восстановление отношений, но, по крайней мере, теплое общение, теплая атмосфера между вами. Сможете поговорить и договориться, и там еще дорога впереди. То есть все возможно. Можно восстановить отношения. Может быть, не сейчас, может быть, со временем. Но главное, что отношения начнут меняться, либо поменяются. И человек совершенно другой. И вы это увидите, вы в это поверите. Как в это не поверите, если оно перед глазами. Серьезные метаморфозы. Человек прожил, и вам будет приятно видеть, что человек полностью в корне поменял свою жизнь. Знаете, как это может быть? Допустим, как пример, да, человек пил, как не в себя, катился по наклонной, и в один момент человек завязал, вылечился, изменился, здоровье свое поправил, да, наладил образ жизни. И приходит к вам, извиняется, вы общаетесь, и вы понимаете, что да, перед вами абсолютно нормальный, адекватный, здоровый человек. И то, что было раньше, это все как страшный сон. Это будет приятно. Это будет приятно, это будет неожиданно. И хоть в это будет сложно поверить, но все факты, они налицо идут. Маленькая овечка. Маленькая овечка. Овечка, которая в будущем обещает превратиться в огромную пушистую овцу. Во что-то вы будете вкладываться, во что-то новое, необычное для себя, то, чем вы никогда не занимались, то, о чем вы никогда не думали. Здесь явно, как в руку все вам это идет, как сама судьба вас ведет, либо эту овечку к вам подводит. Как-то будут складываться так обстоятельства, что вы от этой овечки никуда не деваетесь. Идет и все, и вы ее принимаете. Может быть, даже какое-то обучение будете проходить. Либо как интерес у вас, да, к какой-то сфере, какой-то деятельности появится. Но это больше как вспомогательно идет. Пока это идет вспомогательно, пока вы учитесь, интересуетесь и пробуете себя. Может быть, кстати, эта овечка придет не конкретно к вам, но придет в вашу семью. Да? Допустим, муж у вас криптовалютой увлечется, либо какими-то заработками в интернете.
Вот. И вы тоже скажете, да, интересно, да, прям почему бы не попробовать, давай-ка попробуй. Может быть, поддержите, может, и сами еще потом подключитесь, увлечетесь. Но вот поверьте, эта овечка, она крутая. Она вырастет большую овцу, на ней будет очень много шерсти, которую можно будет постоянно подстригать. Так, с левой стороны бой с какой-то змеей. Вы будете с ней драться. И сразу змея очень коварная. Ну, не зря говорят, да, подколодная змея. Не так-то просто будет ее победить, но только вам суждено ее победить. Либо у вас именно, да, такая есть миссия и задача победить какую-то змею. Вы ее, кстати, побеждаете не только для себя, но и для каких-то других людей. Борьба со змеей. Ну, может быть, какой-то человек коварный, недобрый, а может быть, какие-то действительно хитрости, хитросплетения, в которые люди попадают, а потом выбраться не могут. Вы бороться будете за правду, за справедливость, борьба со злом. Знаете, как борьба света со злом. И вы боретесь, вы воин, вы в душе воин. Возможно, вы это чувствовали всегда, но не имели этому подтверждения. Ну вот видите, вот она, ваша миссия вышла. Победить змею. Тяжело будет, но вы с этим справитесь. Вы над ней склонились, топор над ней занесли, как решающий последний удар. Вся уже покомканная, порубленная эта змея, и вот последний решающий удар. Пусть рука ваша не дрогнет. Нанесите этот удар, покончите со всем разом. Если пожалеете, поверьте, эта змея восстановится и потом еще будет нападать, да, либо какие-то проблемы создавать. У вас прекрасный шанс раз и навсегда избавиться от этого зла. Поэтому будьте решительнее, и пусть рука ваша не дрогнет. Это очень важно. Кстати, еще такими картинками показывают очистить свою семью, свой род от какого-то негатива. Да, потому что змеи — это все-таки негатив. Борьба с порчей, борьба с проклятиями, борьба, может быть, с какой-то тяжелой родовой кармой. Пусть рука ваша не дрогнет. Если вы за это возьметесь, доводите до конца. Вот именно точку ставьте. Не должно быть пустого места, там троеточие, запятой, ни в коем случае. До конца. До конца. Именно вы сможете. Либо только вы сможете. Понимаете? Это ваша миссия. Так, и еще образ женщины, которая, ну вот она в центре стоит, и рядом с ней сразу два мужчины. Сразу два. Может быть, бывший и будущий. Может быть, просто как два поклонника у нее появилось. Выбор между двух мужчин. Нужно будет сделать выбор. Поворот заключается именно в том, что вы какое-то время были предоставлены сами себе. Ну, либо одна были, да, одна. А тут сразу два мужчины. Нужно выбирать, нужно принимать решения. Оба хорошие, оба вам нравятся, оба перспективные. Ну, прям глаза разбегаются, кого выбрать. Значит, девушки мои хорошие, кого бы вы ни выбрали, вам счастье просто гарантировано свыше. Хотите верьте, хотите нет, но так оно и будет. Это именно поворот вашей личной жизни. Девушки, женщины, которые после тяжелых отношений, либо тяжелый брак вы пережили, может быть, вы долгое время были одна. Вот сразу два мужчины. И оба сердца вам предлагают. И один предлагает, и другой. Помимо сердца, то еще и руки предлагают. То есть это, ну, законные отношения будут звать вас замуж. Вот, там долго не перебирайте. Выбирайте одного из них и живите счастливой жизнью. Все у вас будет просто чудесно. Конечно, обидно, что нельзя сразу выбрать двоих. Но мы же не в Тибете живем, да? Придется выбирать одного, но счастливой вы точно станете. Вот как пришел ваш час стать счастливой, жить спокойно, легко, знать, что надежный мужчина рядом, который и не предаст, и не обманет, и поможет, и защитит, и обеспечит. Ну, прям чудеса. Для вас это будет что-то невероятное. Возможно, вы слишком сильно разочаровались в жизни, и вам сложно будет в это поверить, что вот они, два прекрасных мужчины. Не один, сразу два. И поэтому будет сложно вам выбирать. Так, еще один поворот, какое-то приглашение. Приглашение с левой стороны.
Возможно, когда-то давно, давным-давно, много месяцев назад, может быть, даже много лет назад, вы искали, что-то искали, к кому-то обращались. И вот спустя такой продолжительный период времени к вам поступит приглашение. Сначала глазам не поверите, а потом дилемма, да, как поступить. Соглашаться, соглашаться. Я вам даже объясню, почему здесь задержка такая произошла в такой длинный период времени. Смотрите, когда вы искали, вы не были готовы, либо вы четко не понимали, зачем вам это нужно. Может быть, какими-то знаниями не обладали. Может быть, еще какие-то там моменты скрытые были в вашей судьбе. Сейчас все складывается самым удачным, наиудачнейшим образом. Поэтому принимайте. Не обижайтесь на судьбу, не обижайтесь, что все так долго происходило. Принимайте. Принимайте и, как говорится, наслаждайтесь. Здесь все будет хорошо. Так, еще один поворот связан с какой-то правдой в вашей жизни, а вернее с секретами в вашей жизни. Вокруг вас очень много секретов, либо очень много тайн. И вот идет время, когда вот просто в один момент, в один день, не знаю, в один час практически все тайны и секреты будут вам открыты. Ну, либо вы сможете это все открыть. Как пришло время, придет, вернее, время узнать правду. Информация просто вот таким водопадом на вас польется. Да, к этому сложно, конечно, подготовиться, но старайтесь видеть больше, чем лежит на поверхности. И не делайте каких-то скоропалительных выводов. Здесь о ком-то вы узнаете, о чем-то вы узнаете. Тут просто вот какая-то каша из правды идет. Там еще, конечно, тоже нужно будет разобраться и порядочек навести, как все посортировать. То ли кто-то начнет говорить, то ли, может быть, действительно какую-то ниточку, да, ниточку правды вы дернете, и прям просто перед вами все распахнется. Все узнаете, все раскроете, все поймете. Много-много правды и тайн практически не остается. Практически не остается. Это, кстати, очень важно для вашего будущего. Важно и для сегодняшнего дня, и для вашего будущего. Так, и еще я вижу вас, и вы огромный такой гигантский меч вы втыкаете в землю. Знаете, как прошло время, когда вы должны были бороться, сражаться. Закончился момент, когда вы должны себя постоянно защищать и быть в каком-то боевой готовности. Время, когда можно отдыхать, заниматься собой, наслаждаться жизнью. Вот какой поворот вас ждет, какой поворот готовит вам судьба. Да, вы такая прекрасная амазонка, либо вы воин, если смотрит меня мужчина, и всю жизнь вам приходилось вот просто буквально за все сражаться и постоянно себя от врагов отбивать. Смотрите, вы выходите как будто бы такое ровное, спокойное плато, где не нужно больше бороться, где можно просто отдохнуть. Чувствуете себя абсолютно в безопасности, такая спокойная, тихая, размеренная жизнь вас ждет. Долго вы к этому шли, но наконец-таки приходите. И, кстати, у вас еще надежно тыл защищен. Так, кто-то рядом, кто вас защищает дополнительно. То есть вы можете расслабиться наконец-таки, да, чем-то для себя важным заняться. В венце прорисованы ваши изменения, ваши метаморфозы. Знаете, вы будете тоже меняться. И меняться вы будете, ну, грубо говоря, да, не нужно себя сбрасывать, выходить из каких-то сомнений, страхов, переживаний. И мысли меняются. Из негативных в позитивные переходят. Вам гораздо легче станет жить. Меньше будет каких-то переживаний, расстройств, меньше будет стресса, меньше будет каких-то, может быть, панических атак. Вы очень поменяетесь. Понятно, уровень жизни меняется, роль в жизни меняется. Опять же, талант просыпается. Конечно, вы будете другой, вы будете более спокойны, более уверены в себе. Все очень прекрасненько у вас сложится. Но так и должно быть, так оно и будет. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.